Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кют провел отчетно-плановое совещание с заместителями и начальниками подразделений центрального аппарата ведомства, городских управлений и районных отделов внутренних дел по итогам деятельности министерства за первый квартал 2025 года. Доклад о результатах деятельности органов внутренних дел республики за отчетный период зачитал начальник штаба Министерства внутренних дел Денис Таня. Сравнительный анализ криминогенной обстановки в Республике Абхазия свидетельствует об уменьшении количества зарегистрированных преступлений. Так, за 3 месяца 2025 года всего совершено 130 преступлений против 135 за аналогичный период прошлого года, что на 5 меньше. Преступления общеуголовной направленности совершено 129 против 130, что на 1 меньше. Преступления против личности. За 3 месяца 2025 года среди преступлений против личности количество убийств с покушениями осталось неизменным. 2 против 2. Нанесение тяжких телесных повреждений совершено на 2 больше, 5 против 3. За отчетный период не имели места такие преступления, как похищение человека и изнасилование. По итогам первого квартала 2025 года наблюдается незначительное увеличение числа тяжких видов преступлений. Так, за отчетный период всего совершено 46 преступлений против 44. Согласно аналитическому отчету, уровень раскрываемости тяжких преступлений увеличен на 3,3% и составил 79,3% в сравнении с 75% за аналогичный отчетный период. В сфере преступлений против собственности наблюдается увеличение их общего количества на 6 фактов, 25 против 19. При этом увеличилось количество раскрываемости на 10 или 18 против 8 за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить положительную динамику в первом квартале по недопущению таких преступлений, как грабеж и мошенничество. Разбойных нападений в отчетном периоде на 1 факт меньше или 2 против 3 за аналогичный период прошлого года. Необходимо обратить особое внимание на количество краж. Их в отчетном периоде зарегистрировано 6 больше, 21 против 15. Также зарегистрированы 1 факт хищения оружия и боеприпасов и 1 поджог. Их за аналогичный период прошлого года не было ни одного факта. Из общего числа краж наибольшее их количество приходится на город Сухум, 16 против 5 за аналогичный период. В Гудаутском районе 2 факта и по 1 факту в Гагрском, Сухумском и Порчарском районе. По 1 факту разбоя зарегистрировано в Гагрском и в городе Сухум. В сфере преступлений против общественной безопасности зарегистрировано 74 факта, раскрыто 73 или 98,6%. За аналогичный прошлый период имели место 83 преступления, раскрыто 81 или 97,5%. Как и прежде, в структуре общественной безопасности преобладают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Таковых было 40 и раскрыты все. За прошлый период имели место 53 преступления данной категории. Продолжается работа по изобличению преступных групп, общее количество которых за отчетный период составило 3 против 10 за аналогичный период прошлого года. Как и прежде, доминируют синтетические наркотики. Как отметил начальник штаба, в настоящее время в экспертно-криминалистическом центре МВД для идентификации и определения количественного содержания наркотических компонентов в том или ином препарате введен в работу газовый хроматограф, что существенно повышает спектр проводимых исследований. В сфере незаконного оборота огнестрельного оружия существенно увеличено количество выявления таких преступлений с 18 до 31 факта. Необходимо особо отметить положительную тенденцию по снижению преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Их количество снизилось на 10 единиц, или 5 против 15 за аналогичный период прошлого года. В целом по республике, как доложил начальник штаба, нераскрытыми остаются 15 преступлений общеуголовной направленности. Следственными подразделениями принято к производству 74 уголовных дела. Расследовано и направлено в судебные инстанции с обвинительным заключением 35 уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности 42 гражданина. По линии госавтоинспекции за отчетный период выявлено 17 035 нарушений правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за рулем пребывали 456 водителей. На дорогах республики имели место 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 7 граждан и получили травмы 37 человек. За аналогичный прошлый период в результате 31 ДТП погибли 10 человек и были травмированы 36. Возрастная категория водителей, виновных в совершении ДТП, от 25 до 35 лет. Согласно статистике, большинство дорожно-транспортных происшествий совершено на автомобилях с правым расположением руля. 12 фактов против 10 с леворульным управлением. Основными причинами ДТП являются нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу движения. По фактам нарушений
нарушение скоростного режима вручено 5222 постановления, что на 3388 больше, чем за аналогичный отчетный период. Данный показатель свидетельствует о росте выявления таких нарушений камерами фотофиксации. По итогам доклада основные позиции обозначил исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кют. Вполне объективные обстоятельства, которые первый квартал мы в очень тяжелых, скажем, условиях находились, и, возможно, они отразились на ряде преступлений. Есть небольшое увеличение по кражам. Соответствующая команда дана. Подготовка к летнему курортному сезону у нас же она ведется, и, соответственно, я думаю, что эту статистику нужно менять. Нужно обязательно активную работу провести согласно той статистике, тем преступлениям, которые у нас выходят, так скажем, за рамки сравнения с прошлым годом. Нужно будет над этими вопросами очень тщательно поработать. То есть кражи у нас фактически должно быть их гораздо меньше и различных других преступлений. То есть задача стоит общая, всем понятная. Ежедневно мы ее обсуждаем. Наверное, каждую тему будем рассматривать отдельно, конечно, в ходе беседы, то есть докладов подразделений, также центрального аппарата. Также генерал-майор Кют особо отметил важность ввода в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования экспертно-криминалистического центра МВД. Мы запустили газовый хроматограф, над которым работали очень долгое время, так скажем, и у нас не было возможности по выявлению, так скажем, некоторых видов наркотических препаратов, которые стали сегодня популярными в нашем обществе. То есть у нас сегодня есть такая возможность их определять. И, соответственно, как говорится, это, я считаю, большой шаг. Сейчас мы виноватым, да, комплексно подходили, в том числе и по освидетельствованию наших граждан. В ближайшее время у нас этот процесс начнется. И мы все прекрасно знаем, что в это вовлечены многие наши граждане. Именно в употреблении наркотических препаратов, которые у нас обычными тестами не выявляются. Это люди, которые занимаются извозом наших граждан, в том числе и туристов, и многие другие, которые сегодня в нашей общественности, в нашем обществе могут представлять тем самым серьезную угрозу жизни и здоровью наших граждан. Важным направлением работы ведомства, исполняющей обязанности министра внутренних дел Роберт Кют, обозначил обеспечение безопасности дорожного движения. Одна из главных тем Министерства внутренних дел сегодня является наведение порядка на дорогах. Для этого нами был реализован комплекс мероприятий, который сегодня позволяет выявлять потоки нарушителей, тем самым и эти цифры, которые в сравнении с прошлым годом, они, соответственно, будут увеличены. В полном объеме данная система начнет уже у нас функционировать в ближайшее время. У нас будут увеличены рубежи контроля, то есть на постах. Соответственно, я думаю, эти цифры будут иметь другие показатели. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, призываю граждан не нарушать правила дорожного движения, потому что сегодня, если взять по статистике, в целом смертности от различных видов, так скажем, преступлений, которые совершаются на территории Республики Абхазия, все-таки дорожно-транспортные происшествия стоят на первом месте. И это очень, скажем так, трагическая ситуация, которую мы все вместе должны исправлять. Я думаю, что наши граждане должны подходить с пониманием того, что автомобиль все-таки является средством повышенной опасности, и, соответственно, надо как-то более внимательно и более ответственно подходить к его управлению. Роберт Кют уточнил, что организация правопорядка на дорогах и обеспечение неотвратимости наказания за нарушение правил лежит на сотрудниках милиции. О деятельности территориальных подразделений доложили начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел.
Согласно отчету руководителя УВД по Гагарскому району Дениса Айба, на территории района за первый квартал текущего года имело место 24 преступления общей уголовной направленности, из которых раскрыто 18, что составило 75%. За аналогичный период прошлого года имели место 27 преступлений при раскрываемости в 74,1%. В частности, в городе Гагра зарегистрировано 9 преступлений, на территории поселка Цандрепш 11 преступлений, в городе Пицунда имело место одно преступление, в поселке Бзыпта зарегистрировано 3 преступления. Подразделениями милиции общественной безопасности за административные правонарушения составлено 423 протокола. По линии ГАИ выявлено 2496 нарушений правил дорожного движения. 60 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Из них 57 лишены водительского удостоверения. В отношении 3 граждан материалы направлены в суд. На территории района произошло 10 ДТП, в которых погибли 4 человека и получили телесные повреждения 13 граждан. Исполняющий обязанности заместителя министра Беслан Чкадо поставил задачи по работе поста ДПС «Холодная речка». С 1 мая данный пост будет готов к запуску, к работе. Основной его задачей будет работа в линии фото-видеофиксации. Я хотел бы, чтобы вы, как руководитель, естественно, держали эту ситуацию на контроле. Это не должно превратиться в какой-то дополнительный заработок для кого-то. Там должна быть четкая, ответственная работа, потому что в Гагарском районе не было ни одного рубежа контроля, где мы могли бы выявлять нарушителей, вручать им соответствующие постановления, а нарушителей в районе, как мы видим по базе данных, достаточно. Соответственно, для реализации вот этой задачи всей данный пост будет функционировать именно под это направление. И основной силой, которая будет там задействована, это будут сотрудники Гагарского ГАИ и силы, приданные с центрального аппарата. Поэтому вот этот вопрос я хотел бы, чтобы в ближайшее время он начал функционировать, чтобы был на вашем контроле, для того, чтобы это было эффективно и правильно. Ну и, соответственно, наверное, помимо всего этого, это профилактика незаконного оборота, передвижения оружия и наркотических препаратов, которые ввозятся, возможно, с территории Российской Федерации. Я думаю, этот пост самый такой эффективный должен быть в этом направлении. Оперативному составу предлагаю периодически проводить нам соответствующие мероприятия. Ну и, конечно же, мы отмечаем, что Гагарский район – это основной район, который сегодня у нас является курортным. Должна быть профилактика, то есть по подготовке к летнему-курортному сезону. Все те группировки, которые там, возможно, могут обитать, либо планируют какие-то свои действия на летний курортный сезон, вы должны с этим очень тщательно, как говорится, сегодня начать работать, для того, чтобы завтра у вас проблем с преступлениями не было. Раньше это привлекательный район, но он должен быть спокойным. Ситуация должна... По итогам служебно-оперативной деятельности в Гудаутском районе отчитался начальник РОВД Зосма Гицба. Согласно статистике, в районе было выявлено 10 фактов незаконного оборота наркотических средств. Также оперативными службами был сделан акцент на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия. Такого рода преступлений зарегистрировано 7 фактов, что на 5 больше, чем в предыдущий отчетный период. Имели место 3 кражи и 2 факта нанесения телесных повреждений. Все преступления раскрыты. Органами предварительного расследования направлено в суд 12 уголовных дел. Число обвиняемых по направленным в суд делам составило 14 человек. По линии общественной безопасности в результате проведенных профмероприятий выявлено 109 административных правонарушений. Сотрудниками госавтоинспекции райотдела за нарушение ПДД привлечены к ответственности 574 водителя, из которых 25 за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 20 человек лишены водительского удостоверения. Материалы в отношении 5 водителей направлены в суд. За отчетный период на территории Гудаутского района произошло 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Погибших нет. За аналогичный прошлый период имело место 11 дорожно-транспортных происшествий с 5 летальными исходами. Анализируя положительную динамику снижения ДТП в Гудаутском районе, традиционно лидирующим по смертности на дорогах, исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кют отметил результаты принимаемых усиленных мер обеспечения безопасности. Как отметил глава ведомства, территорию района патрулируют экипажи спецроты управления ГАИ. Трасса контролируется техническими средствами фиксации скоростного режима. Камеры фотофиксации установлены на всех аварийно опасных участках.
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий зафиксировано и в Сухумском районе. За отчетный период в районе имело место одно ДТП по сравнению с 5 фактами за аналогичный период прошлого года. Погибших нет. 3 человека получили телесные травмы. По линии ГАИ выявлено 1424 нарушения правил дорожного движения, 22 водителя в нетрезвом состоянии. Отчет о служебной деятельности по обеспечению правопорядка на вверенной территории зачитал начальник отдела внутренних дел по Сухумскому району Рустам Бжания. Полковник Бжания также доложил, что за 3 месяца текущего года зарегистрировано 4 уголовных преступления, которые оперативно раскрыты. В частности, имели место 2 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов, 1 хищение чужого имущества и 1 факт незаконного оборота наркотических средств. К ответственности за административные правонарушения привлечены 27 граждан. По результатам деятельности райотдела руководством министерства даны поручения усилить оперативно-розыскную деятельность во взаимодействии с СУКОН МВД по выявлению фактов распространения наркотических средств на территории Сухумского района. В столице Абхазии, согласно докладу начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуш, зафиксировано незначительное снижение уровня криминогенной ситуации с 40 преступлений общеуголовной направленности до 39, при средней раскрываемости до 85%. С обвинительным заключением в суд направлено 18 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 26 человек. Службой милиции общественной безопасности составлен 551 административный протокол. По линии ГАИ в городе Сухум выявлено 1961 нарушение правил дорожного движения, 172 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В целом по столице ежесуточно дежурит 5 экипажей ДПС совместно с уголовным розыском, доложил Астамур Хагуш. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кют отметил работу УВД по городу Сухум как направляющий фактор в деятельности органов внутренних дел Абхазии. Также Роберт Кют довел до сведения присутствующих, что на базе столицы готовится к разработке комплексный проект по обеспечению общественной безопасности совместно с МВД Российской Федерации. Я думаю, что это существенно изменит криминогенную обстановку в столице и, соответственно, вам упростит работу по линии общественной безопасности, криминального блока и много-много другому. Это, скажем так, и основные направления. Далее, после столицы, это основные курортные города будут реализованы, ну и, соответственно, наша шоссейная дорога. Как отметил исполняющий обязанности министра внутренних дел, на сегодняшний день в рамках наращивания технического обеспечения подразделений МВД и внедрения автоматизированных систем контроля специализированными службами ведомства уже осуществляется мониторинг транспортного потока. Если мы реализуем этот проект, то, соответственно, мы возьмем под серьезно, так скажем, купол все противоправные действия, которые могут быть совершены на территории нашей страны. Я считаю, что это очень хороший проект, он нам необходим, потому как на практике мы видим, что техническое обеспечение от МВД существенно снижает уровень правонарушений. Далее в ходе отчетного совещания о деятельности отдела внутренних дел по Гулрыбскому району доложил начальник территориального подразделения Резо Гулария. Согласно отчету начальника РОВД, в районе за первый квартал 2025 года зарегистрировано 10 преступлений, из которых раскрыто 8. За аналогичный прошлый период имело место 13 преступлений при раскрываемости в 100%. Органами предварительного следствия возбуждено 8 уголовных дел на отчетный период, расследовано и направлено в суд 5 уголовных дел с обвинительными заключениями. По линии ГАИ на территории района выявлено 599 нарушений правил дорожного движения, из них 16 водителей лишены водительских прав за управление в нетрезвом состоянии. В Ачимчирском районе криминогенная ситуация улучшена в сравнении с прошлым отчетным периодом на 20%. Зарегистрировано 8 преступлений общей уголовной направленности против 10 в первом квартале 2024 года. Раскрываемость остается 100%. В производстве подразделений предварительного следствия 6 уголовных дел, 2 уголовных дела с обвинительными заключениями направлены в суд.
Службами МОП проведено 13 рейдовых мероприятий, в результате чего в отношении 20 граждан составлены административные протоколы. Отделением госавтоинспекции РОВД выявлено 681 нарушение правил дорожного движения, из которых 29 за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. На территории района произошло 5 ДТП, в которых погибли 3 граждан и получили травмы 6 человек. В прошлом периоде имело место одно ДТП, в котором 2 получили ранения и 1 человек погиб. Рост дорожно-транспортных происшествий составил 4 факта. Доклад о работе территориального подразделения представил начальник РОВД Айнар Когони. Анализируя дорожную ситуацию в восточном направлении, руководством ведомства даны указания ускорить техническое оснащение контроля данного участка республиканской трассы. Перекресток, там, я думаю, это в Ачевчинском районе один из самых сложных, да, вот, где у нас очень часто бывают ДТП со смертельным исходом. Надо как бы в первоочередном порядке именно там начать устанавливать камеру фото-видеофиксации, поставить там самую современную, чтобы она фиксировала. Во-первых, это перекресток очень нам интересно и нужно в оперативном плане также. Так что все необходимо сделать обязательно. Как доложил начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамир Авицба, на восточном направлении проведена определенная работа и обозначены все аварийно-опасные участки трассы от Гулрыбша до Гала. Теперь есть реальная возможность работать по камерам фото-видеофиксации, где не надо ни с кем спорить, ругаться. Есть нарушения, есть распечатка. Надо работать в этом направлении и изыскивать возможность того, чтобы он оплатил. И единственная возможность, убедительная с водителями, разрывно наказывать их рублем. Вот все возможности у нас теперь появились. Теперь мы должны это отработать. Каждый из нас должен в этом направлении очень серьезно поработать. О деятельности отдела внутренних дел по Ткварчалскому району доложил начальник подразделения Арсен Биджев. Согласно статистике, в районе за отчетный период имели место 3 преступления, которые раскрыты. Следственной группой РОВД возбуждено 2 уголовных дела и 1 материал направлен по подследственности. Службами МОП составлено 28 административных протоколов. По линии ГАИ выявлено 238 нарушений правил дорожного движения за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. К ответственности привлечено 5 водителей. Пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Ткварчалского района не было, отметил полковник Биджев. По мнению начальника РОВД, в районе остается острая проблема нехватки кадров. Недокомплект личного состава подразделения составляет порядка 34%. По данному вопросу руководством МВД поручено усилить разъяснительную работу в средних учебных заведениях сотрудникам кадровых служб в районах. В настоящее время ведется прием документов от кандидатов на обучение в специализированных вузах МВД России. В Сухуми действует Высшая школа милиции МВД Абхазии. Курсанты учебных заведений МВД обеспечиваются полным довольствием с последующим трудоустройством, а поступление и обучение в лучших вузах совершенно бесплатно. Далее в ходе совещания о работе отдела внутренних дел по Галскому району доложил начальник подразделения Бадри Джикирба. В районе за отчетный период зарегистрировано 4 преступления общей уголовной направленности против 12 имевших место в прошлом отчетном периоде. Такой показатель улучшения криминогенной обстановки обусловлен проведением предупредительно-профилактической работы в районе. По линии уголовного розыска было осуществлено 35 профилактических мероприятий, 58 рейдов провели сотрудники милиции общественной безопасности. К административной ответственности за различные правонарушения были привлечены 50 граждан. Следственным подразделением райотдела принято к производству 2 уголовных дела, 1 возбуждено и 2 уголовных дела передано в суд для принятия решения по существу. По линии ГАИ в результате рейдовых мероприятий выявлено 763 нарушения правил дорожного движения, лишены водительских удостоверений, за управление транспортом в нетрезвом состоянии 7 водителей. Дорожно-транспортных происшествий не было. Но у нас Калуга является традиционно спокойным регионом, но я думаю, что эта динамика должна быть сохранена. Понятно, что в свое время Калуга был очень сложным регионом, сегодня ситуация существенно там поменялась. С основными показателями служебной деятельности выступили начальники подразделений центрального аппарата ведомства. Акцент работы уголовного розыска, как отметил руководитель УР МВД Абхазии Беслан Жвания, делается на исполнение указаний исполняющего обязанности министра внутренних дел об изъятии из незаконного оборота огнестрельного оружия и профилактике преступлений имущественного характера. За отчетный период оперативными сотрудниками изъято 31 единица огнестрельного оружия, что на 13 больше, чем за аналогичный
аналогичный период 2024 года. В частности, 11 автоматов, 10 пистолетов, винтовки, 4 ручные гранаты и сотни разнокалиберных боеприпасов. Проблема большая в республике из-за носимого короткоствольного оружия. Если вы просто анализ для себя делаете, нам нужно это продолжить дальше и усилить эту работу до начала летнего курортного сезона, пока заедут люди к нам на отдых. Проблема не только, то есть эту проблему надо искать не только на постах ГАИ, нужно искать в кафе, в ресторанах, в общественных местах, там, где люди носят оружие. Также исполняющий обязанности первого заместителя министра Руслан Ажиба отметил необходимость усиления работы оперативного состава по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда. О ситуации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на территории республики доложил заместитель начальника ОКОН МВД Абхазии Ахмед Мичба. За отчетный период было выявлено 40 преступлений данной категории. Основным направлением в работе наркоконтроля является пресечение фактов сбыта наркотических средств, установление и задержание реализаторов запрещенного вещества и организаторов наркоканалов. В целом, как доложил Мичба, из незаконного оборота за отчетный период изъято более 570 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков, а также психотропные вещества и наркотические средства растительного происхождения. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кют отметил положительную динамику в работе УКОН МВД и дал ряд служебных указаний оперативным службам районных органов внутренних дел по взаимодействию с центральным аппаратом ведомства. Отчет о работе линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии зачитал руководитель подразделения Рауль Хагуш. За 3 месяца текущего года на обслуживаемых территориях ЛУВДТ было зарегистрировано 15 преступлений общей уголовной направленности. Все преступления совершены в сфере незаконного оборота наркотиков, все раскрыты. На сегодняшний день транспортным управлением усиливается работа линейных отделов милиции на железнодорожных станциях, так как с начала курортного сезона начинают курсировать поезда из Российской Федерации. Также идет активная работа и подготовка личного состава в линейном отделе милиции международного аэропорта города Сухум. У нас готовность по нашему направлению вообще Готовы к исполнению своих обязанностей, готовы обеспечить общественный порядок на местах. личный состав достаточно. Занимаемся подбором кадров и будем пока подстраховывать цех управления из Сухума. Люди, которые там есть, компетентные, понимают, с чем имеют дело. Так точно, работаем в этом направлении, занимаемся. Они сейчас реально понимают, что такое аэропорт. Так точно. Работа, направленная на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере экономики и противодействия коррупции, проведена сотрудниками УЭБПК МВД Абхазии. Как доложил начальник управления Султан Кабардаев, за отчетный период поступило 4 заявления от граждан, исполнено 5 поручений из государственных органов власти, исполнено 13 поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Также исполнено 16 запросов об оказании содействия по международным каналам. На текущий момент сотрудниками УЭБПК проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности ряда субъектов. Основные требования к службе обозначил исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кют. Главная задача ваша сегодня – работа по коррупционной составляющей. Мы уже эти вопросы обсуждали. Работа по объектам, которые не желают регистрироваться в налоговой службе, которые нами были выявлены, особенно в Гагарской и Даутской зоне, огромное количество было. Также Роберт Кют поставил задачу усилить работу по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют. Личный состав госавтоинспекции, как доложил начальник управления ГАИ Дамир Авицба, готовится к несению службы в усиленном режиме в предстоящем курортном сезоне. Также ведется активная работа по учету административных правонарушений, в том числе с помощью камер фотофиксации, что способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий и правонарушений в целом. По итогам зачитанных докладов была отмечена недостаточная работа подразделений ГАИ в районных отделах внутренних дел. Я понимаю, что нулевую смертность достичь невозможно. Всякие разные ситуации бывают. Но при этом к максимальному статистическому снижению смертности на дорогах мы должны стремиться. Мы должны сделать все для того, чтобы эта история состоялась. И скажу вам так,
приведения на должный уровень работы ваших сотрудников. Это основная ваша задача. Мы провели курсы. Подводя итоги совещания, Роберт Кют дал указание усилить работу по всем направлениям правоохранительной деятельности. Так, ну что, дорогие коллеги, давайте подведем итоги нашего совещания. В принципе, я думаю, мы все вопросы, которые сегодня основные, так скажем, стояли на повестке дня, мы их обсудили, но обратно уже задачи, которые для нас очень важны, их необходимо выполнять. В первую очередь, это без работы с кадровым составом мы, наверное, не добьемся никаких результатов. Нам необходимо более тщательно работать именно со своим составом для того, чтобы добиться от них максимальной отдачи. Основные направления – это незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, ситуация на дорогах, коррупция и другие экономические преступления. И, соответственно, говорится, по линии общественной безопасности, это, скажем так, общественный порядок. Работа в этих всех направлениях должна быть существенно улучшена. Мы понятно, что ежегодно принимаем отчет об улучшении криминогенной обстановки, но это нам не говорит и не дает возможности как-то расслабляться. Я лично пока не являюсь довольным тем результатом, который у нас есть. Он не совсем такой прекрасный, как мы себе представляем. А самое главное, советую всем не заниматься укрывательством преступлений, регистрируйте преступления. Потому что, так скажем, если человек, который намерен или вынашивает мысли, или уже совершил преступление, не будет наказан, то мы еще к хорошему не придем никогда. Всем желаю удачи. Спасибо большое.